Мышь на пачке молока. Это не кадр из мультфильма, а реальная фотография. Она попала в социальные сети и вызвала общественный резонанс. Автор нашумевшего снимка подробности нам рассказала по телефону. Муж вернулся с рыбалки и говорит, что, говорит, ты, говорит, не поверишь, что, говорит, я нашел в пакете. Я говорю, в каком пакете? Он говорит, в пакете молока. Он показывает фото. Я говорю, это же, говорю, неправда. Он, нет, говорит, правда. Я говорю, все равно, говорю, наверное, может быть, она заползла. Нет, говорит, я говорю, что, говорит, глупый. Нет, такого, говорит, как она, говорит, могла по скользкому пакету заползти, говорит. Я, естественно, в ужасе была, и девочкам пишу в группе. Цель просто для информации, что такое может быть, чтобы мамочки были повнимательнее. Мог ли грызун попасть в пакет молока? В поисках ответа мы отправились на молокозавод совхоза «Новый». Сейчас мы находимся в цехе сырого молока. Сюда у нас поступает сырое молоко с молочно-товарной фермы. Здесь происходит первичный анализ, охлаждение молока. И после этого сырое молоко поступает на тепловую обработку. Теоретически это единственное место, куда бы могла попасть мышь. Но отсюда молоко по тонким трубам идет на теплообработку через специальные фильтры. Отделение от слизи и механических загрязнений. Даже если бы мышь каким-то чудом и оказалась в трубе, попасть в пакет с молоком у нее нет никаких шансов. Через такие сеточки у нас проходит молоко при попадании в пакет. Это мельчайшее там игольчатое ушко, буквально отверстие, и через них происходит налив пакета молока. Их стоит 4 штуки на дозаторе. Через эти сито и муха не проскочит, не то что мышь. Между наливом молока в пакет и его запайкой проходят считанные секунды. Весь процесс производства полностью автоматизирован и защищен от внешнего воздействия. После расфасовки в пакеты молоко снова подвергается тепловой обработке. Тепловая обработка. Молоко сначала нагревается до температуры 90 градусов, потом идет выдержка в течение 15 минут, потом молоко нагревается до 120 градусов, выдержка идет уже 25 минут. После этого начинается снижение. Также ступенчато. В процессе стерилизации погибают все микроорганизмы. Если бы в этот момент в молоке и находилась мышь, после такой обработки она выглядела бы совсем иначе. Со стороны автора фотографий к молокозаводу нет никаких претензий, впрочем, как и у других жителей города. Скажите, пожалуйста, были ли у вас нарекания? Может быть, находили там болтик или мышка какую-нибудь? Нет, давно пользуемся, нет, вообще очень нравится молоко и по вкусу, как натуральное. Не было ли у вас нареканий со стороны покупателей? Может быть, сами находили что-нибудь в молоке? Нет, вы что, никогда. Я вот только доверяю вот своему, своей продукции. Как часто вы покупаете молоко совхоз «Новый»? Практически ежедневно. Почему вы сделали такой выбор? Качественная продукция. Не было ли у вас никогда нареканий по поводу молока? Может быть, что-то находили внутри? Нет, ничего не находил внутри. Я часто захожу сюда, беру. Мне нравится продукция, местная, натуральная. Очень часто беру. Скажите, пожалуйста, а не было ли у вас нареканий в сторону этой продукции? Может быть, находили что-то внутри или слышали, что кто-то нашел? Я ничего не находила, нормально все было мне. Качество хорошее, нравится и молоко такое вкусное. Как мышь попала в пакет с молоком, для нас осталось загадкой. Очевидно лишь одно – технологический процесс молокозавода такие случаи полностью исключает.